Выходите все оставшиеся. Еще сколько осталось? 13. 13 человек. Кто не вышел, тянуть жеребьевку? Все остальные, я так понимаю, не желают выступать на радио, да? А еще вопрос. Все-таки уже мы живем в таком мире телевидения всего. У нас есть городское телевидение, да? Может, кто-то хотел с кандидатов в депутаты прийти и какую-то передачу сделать по городскому телевидению? Но телевидение это не наша структура, но дело в том, что предусмотрено постановлением, да, Центральной избирательной комиссии, время только пока на местные радио. советы, вы знаете, на другие выборы, да, Областные кандидаты палаты выступают представители на... выступают по телевидению, им дают, да, президенты и так далее. А вот на местные выборы пока телевидения нет. Почему? Нет, какая разница? Дело в том, что в Жодино есть телевидение, да? В районных регионах этого телевидения нет, поэтому вот и все. А про агітацію у мене є питання. От як інформація буде адлюстрована? Наприклад, будуть звертатися до вас, як провести посідження або мітинг, пікет, і ви будете давати дозвол. А эта информация будет адлюстровываться где-нибудь, где кандидат хочет провести публичное мероприятие? Мы, понимаете, мы же говорили об этом, Алексей Иванович, вы задаете вопросы. Значит, во-первых, митинги и пикеты, они будут обращаться в городской исполнительный комитет. Потому что массовые мероприятия, есть закон о массовых мероприятиях, это регулирует исполнительный комитет. Если вы подаете заявление за 2 дня, значит, хотите собрание провести, подаете за 2 дня, мы будем знать это и оповещаем любым способом избирателей. То есть на сайте исполкома. Информация, что в такое-то время, в таком-то округе, в таком-то помещении для жителей будет проводиться такое собрание. Понимаете, какие-то кандидатам депутаты. Альбо в таким-то районе будет проведен пикет. Да, но об этом вы тоже должны за 2 дня сообщить городской исполнительный комитет. Ну, вот такая процедура. По помещениям, значит, в комиссию обращается. А массовое мероприятие, это уже будет контролировать исполком. Там и милиция будет задействовать, и порядок, да, чтобы был, и ЖКХ службы, чтобы чистота была, и все остальные службы. Есть определенная форма, поэтому если вы надумаете собрание проводить, придите в комиссию, мы вам подскажем, как правильно написать это заявление. Поэтому я говорю, до 7 часов в любое время приходите, и все вопросы вам будут разъяснены. Каким образом вы обращаетесь, куда обращаетесь, что там написать. Ну и как назирание было оповещено, как мы ведали там, могли бы присутствовать. Я ведал. Дякую.